вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я ж твоя, дивись, яка зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я, проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза, чому розплетена коса. Здравствуйте, я Мурат Курбанов, лидер народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Вот еду на митинг, манифестацию в поддержку Украины. Манифестация состоится в центре Тулузы, в месте, где называется Капитол. Сейчас мы туда прибудем. Ассасин! Ассасин! Дорогие друзья, идет митинг, протест против агрессии Путина, Российской Федерации, Украине, вот, в городе Тулуза. И смотрите, это вся улица, и люди подходят и подходят. Этот митинг организован украинское и французское обществом, и Тулуза является город-побратимый Киеву, поэтому очень они поддерживают горячо украинцев, которые попали в такое положение из-за агрессии. Я сейчас пытаюсь поговорить с ним. Bonjour, excuse-moi. Je suis youtubeur et je fais le reportage par rapport à ça, cet mouvement. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes venu ici? Ah, nous, Occitan, c'est normal en fait, parce que c'est comme une défense finalement d'une langue, d'une culture autre. Donc les Ukrainiens l'ont fait, ils ont réussi à s'installer d'une certaine manière dans la démocratie. Donc on ne doit pas maintenant leur enlever la démocratie. Et ça c'est vraiment de l'anti-démocratie évidemment. Tout à fait, donc on doit défendre en fait ces peuples-là qui veulent finalement, une fois qu'ils ont réussi à se mettre en place, personne n'a le droit d'aller leur sortir la démocratie. Bien sûr, c'est du fascisme. Ouais, c'est une fascisme directement quoi. Donc quand on le compare à d'autres personnes qu'il y a eu dans l'histoire avant, dont je dirais le nom, c'est tout à fait normal de le comparer à eux. Merci beaucoup. Et ça, ce n'est que son début. S'il n'y a pas ça, partout un peu, ici, en Europe et partout, on n'y arrivera pas. Désolé. Non, non, mais je vous remercie.
Ok, merci Voilà beaucoup pourquoi pour on est là. votre avis. Moi aussi, je suis leader de l'opposition de Turkménistan qui travaille pour la démocratie. Ah oui, Je suis leader de mouvement démocratie de Turkménistan. oui, Et je suis venu pour soutenir l'Ukraine pour ce mouvement. oui, oui. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup pour votre Ouais, c'est moi qui vous soutien. remercie. Voilà, de partager, ça et va on partage, partir il faut sur partager. YouTube pour le monde soviétique Oui, qui habitait avant, et pour le comprendre oui, que toutes les populations du monde qui soutiennent de l'Ukraine, parce que l'agression à 21e siècle, ça ne devrait pas être. Démocratie, ils ont le droit, chaque pays a son démocratie ou son choix, quoi. oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre C'est moi qui vous remercie. ави. Дорогие друзья, вот наш здесь один активист, то есть наш это французский, он гражданин Франции, и он объяснил, что он пришел поддержать демократию и поддержать украинцев за их борьбу за демократию и против этой агрессии, которую Путин развязал на Украине. Мы продолжаем наше шествие. Вот мы были на Капитоле. Я, к сожалению, чуть-чуть опоздал на протест, и на митинг, и на шествие. И я сейчас подсоединился в центре. Merci beaucoup. В центре вот эта организация, которая называется, посмотрите. Вот эта организация, то есть здесь представители многих общественных организаций, которые за демократию, которые поддерживают Украину. Вот. А в пятницу была очередная манифестация, это уже вторая. То есть поддержка идет по всей Франции, и народ поддерживает Украину. Украинцы, мы с вами, слава Украине, Украина победит всегда. Я с уважением отношусь к украинскому народу и с гордостью смотрю все репортажи, которые оттуда идут, как они, простое население, борется с этой агрессией, как общество Украины становится сильнее с каждым днем, с каждым разом, и становится оно независимо. За свободу они могут бороться, они показали. Я думаю, это пример всему Советскому бывшему Союзу, и я думаю, надо нам учиться у них многому. Слава Украине! Вот, продолжается митинг, протест. Сейчас мы пришли к метро Жан Жорес. Это центральное метро у них. И здесь дальше что будет проходить? Наверное, выступление будет какое-то. Ну, посмотрим. Мы можем только плакать. Дорогие туркменистанцы, вот и украинцы, я сейчас нахожусь на метро Жан Жорес. Вот происходит митинг большой в поддержку Украины и против агрессии России. Вот возле меня находятся представители Украины и России. Вот мы спросим их мнение, почему они вышли сюда и кого они поддерживают, что случилось вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Неля, и я украинка. Я из Украины, Вы живете из в Тулузе, Киевской да? области. Я живу недалеко от Тулузы, и Очень я, приятно. конечно же, поддерживаю Очень приятно. эту манифестацию против войны, потому что никто не хочет воевать, никто не хочет, чтобы его бомбили. Этого делать. Давайте договариваться, давайте жить мирно. Вы сами из Луганска, да? Я луганчанка, А здесь да. сколько времени? Я живете? здесь 8 лет живу. У вас есть проблемы с русскими или с украинцами? Никаких. Никаких проблем. Здесь нас называют русскоговорящими. Мы все. Здесь у меня есть друзья русские, белорусы, украинцы. Мы все друзья. Мы не разделяем нас на нации. Спасибо. Спасибо большое. Вот мы идем дальше. Я показываю вот дальше участников этой манифестации. Скажите, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Ксения. Вы откуда? Я из сами? Москвы. Из Москвы. Да. Вы россиянка? Я русская из Москвы. да. Отлично. Вы здесь временно или живете? Я здесь уже 10 лет живу. Так. Как И вы относитесь вот к здесь моя событиям? дочка растет, Машенька. Здравствуйте, Машенька. Как ваше здоровье? Вот. Ну, она еще, наверное... Вот, я, конечно, против этой войны, которая развязала российское правительство против Украины. В Киеве у меня родственники и друзья, которые сидят по подвалам уже 3-й день с детьми маленькими. Это ужасно, как к этому можно относиться. Вот, и вот, как правильно сказала женщина до этого, что здесь мы, конечно, относимся друг к другу все прекрасно, и у нас нет никаких ни конфликтов, ни проблем.
А то, что устроило российское правительство, это ужасно, и тоже плакать хочется. Вот. Спасибо большое. На самом деле я здесь много встречаю русскоговорящих, украинцев, русских, они очень дружные. Никаких проблем между ними нет. Извините, как вас зовут? Вы можете сказать? Здравствуйте. Меня зовут Константин. Так. Я с Кубани. Мы соседи с украинцами, украинская культура, украинский язык. Я не знаю, я всегда их чувствовал какими-то родными, совершенно не чужими. Поэтому я нахожу это безумно трагичным, то, что происходит сейчас, эти столкновения между русскими и украинцами. И я считаю, что справедливость на стороне украинцев. И весь этот конфликт, который начался еще в 2014 году, это дело рукотворное одного человека, Владимира Путина, который просто не хочет отпускать власть. Спасибо большое. Вот у меня Марина, да? Ксюша. Ксения, один вопрос. Вот мы жили в Советском Союзе. Мы к русским относились с таким почтением и уважением. До сих пор в Туркменистане есть люди, которые к русским относятся очень глубоким уважением. Они мечтают, что русские придут, освободят их от диктатуры и так далее. Но, к сожалению, за последнее время с русской нацией, с русской культурой, с русскими что-то случилось, что это не те русские, к которым мы приезжали в 80-х, 90-х, которые нам помогали, приезжали в нашу страну. Что с ними случилось? Почему настоящим русским людям, которые сердечно борются за мир, хотят процветания всему миру, им не дают слова, а выходят люди, которые ограбили страну, и они ведут Россию вот в это. Как вы считаете? Или я ошибаюсь? Возможно, я ошибаюсь. Не знаю, я сама уже 10 лет не живу в России, но просто в нашей стране диктатура. А в условиях диктатуры, к сожалению, многие люди подвергаются, вы сами знаете, активному влиянию пропаганды. Вот. Но в России много людей, которые с нами согласны. Вот мои все друзья, они все против режима Путина. Поэтому, к сожалению, много людей, которые этого не понимают. Вот. Но есть в России тоже очень разные люди. Но, конечно, Россия сейчас никого от диктатуры не спасет, потому что ее бы саму кто спас. Вот о чем разговор. Дорогие товарищи, мы к русским относимся очень хорошо. Я, например, очень сильно уважаю, но, к сожалению, есть люди, которые в правительстве работают, и они ведут страну просто я не знаю куда. Там тоже есть диктатура. Люди выходят за мирные манифестации, их арестовывают, это непонятно. Спасибо огромное за все. Да. Можно плакат показать? Он говорит, покажите плакат. Дорогие друзья, дорогие туркменистанцы, я показал вам манифестацию, которая проходит. И все люди, здесь не все русские, здесь часть русских, часть украинцев, часть русскоговорящих и много-много-много французов и другой нации. Они поддерживают мир, они поддерживают украинцев, они против агрессии. Задавать вопросы или мне нужно Нет, я задам вопросы. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, дорогие украинцы. Вот мы сегодня, 27 февраля, находимся на площади Жан-Жорес, и здесь проводится митинг в поддержку украинцев и против агрессии Путина. Вот у меня рядом находится женщина, она сама с Одессы. Вот. И я попробую ей задать несколько вопросов касательно сегодняшнего мероприятия и что творится у нас на Украине. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена, я вообще из Украины. Я здесь второй год во Франции. И кроме этого, этот человек, ну как бы сказать, сейчас такое трудное время, что, как вы сказали, может начинаться Третья мировая война. И самое опасное то, что это может превратиться в ядерную войну. Да. Это очень опасно. Я сегодня читал, что он дал особые приказы к своим, не знаю, военным, чтобы они стали еще готовыми. Это же сигнал того, что он хочет начать ядерную войну. И это будет не только против Украины, это будет конец, может быть, всего света, то, что у нас есть. Надеюсь, как-то я хотел бы отправить сообщение, месседж, как бы сказать, не только украинцам, азербайджанцам, а особенно народу России, россиянам. Сейчас, ребята, все в ваших руках. Вы можете остановить его. Сейчас все в ваших руках.
человек, он там сидит. Я так слышу, что он живет в бункере. Вы можете остановить его, выйдя на улицу, протестуя против него, ну, как бы действовать на него. Вы можете это сделать. Мы тоже поддерживаем вас, и мы всегда с вами. Мы всегда с теми людьми, у которого свободная мысль, демократия, и они хотят выражать себя. Мы против тирании. Огромное спасибо. Как вас зовут? Расул. Расул. С Азербайджана, с Баку. Да. Это был Расул с Азербайджана, Баку, и я с удивлением узнал, что он смотрит мои видео, и мне очень приятно. Расул. До скорой встречи, спасибо большое за интервью. Вам тоже спасибо. Увидимся. Увидимся, иншаллах. Дорогие туркменистанцы, дорогие украинцы, посмотрите. Тулузцы или тулузен, как их называют, вышли на этот протест. Посмотрите, перекрываются дороги, полицейские не бегают, никого не убивают, не избивают. Каждый человек имеет право высказать свое мнение. Обратите внимание. Мирный протест проходит, никаких проблем. Этот протест согласован, согласование очень легко проходится, и все поддерживают Украину, все поддерживают мир. Слава Украине! Слава Украине! Слава! Вы с Украины сами? Я украинец, родители тоже украинцы. Можно вот сюда встать, чтобы солнце не било? Вы не могли бы дать небольшое интервью для моего канала? Я являюсь лидером демократического выбора Туркменистана и борюсь против диктаторов в Туркмении. И я вот последние дни веду репортажи об Украине, поддержку украинского народа. И я бы хотел вот мнение украинцев, проживающих во Франции, узнать. Как вас зовут? Представьте. Моисей, я француз, родители украинцы, папа родился в Нестеровце, мама украинка в Киеве родилась, сестра тоже в Киеве родилась, братик родился во Франции, а я в Аргентине родился. Аргентина, вот. очень приятно. Живу во Франции уже давно. Вся моя семья в Украине, в Нестеровце, в Киеве, бабушка и дедушка живут. Брат тоже около Хмельницкого. Остальная семья в Беларуси живет, он владыка. Я не могу с ним говорить, потому что сейчас невозможно с ними связать, потому что им не можно звонить, потому что они всегда, как я не знаю, как по-русски сказать, surveillance. Под контролем. Под контролем, вот. Да, понятно. А вот вы, извините, я перебиваю вас, вы вышли на этот протест, на эту манифестацию с какой целью? Извините, я говорю по-русски, сложно мне, потому что француз, какой целый, просто поддержать Украину, борюсь с народом, французами, которые вышли за родину, за жизнь этих людей. Просто потому что у меня тоже там семья, и хотелось их поддержать как могу. Конечно, я не могу сейчас в Украину поехать, ничего не могу делать, поэтому сюда вышел. Спасибо, Моисей. Огромное спасибо. Дорогие туркменистанцы, дорогие украинцы, это был Моисей с Тулузы, который рассказывает о ситуации в Украине и во Франции. Огромное спасибо, Моисей. Вот мы находимся на центральной площади Жан-Жореса. Обратите внимание, митинг продолжается. Оттуда люди идут и идут. Никто никого не заставляет. Просто было объявление в Акту Тулуз, то есть актуальность Тулузы, и люди пришли сами. Меня очень радует отношение французов к демократии, к свободе и к правам человека. Они вышли поддержать. Многие даже из них пришли даже узнать и поддержать, потому что они слышали, но они деталей не знают. Поэтому вот есть очень много украинцев и очень много французов. Давайте пройдемся, посмотрим. Hurmatly vatandaşlar, men häzir Tuluza şäherine ýerleşen Fransaň şu ýerde biz häzir manifestasiýa gidip dur Ukraina halkyny gorlamana, uruşa garşy manifestasiýa. Ine dedim, polisler ýürüte ýol ýapýarlar, arkyň adamlar geçirýärler. Hiç kim tutanok, hiç kim iştat edenok, hiç kime ine Fransuz halky, Ukrain halkyny gorlaýar. Bu ýerde Azerbaýjandan hem oglanlar bar ekeni, her türlü döwletden oglanlar bar ekeni, şoň hemmeti Ukrainany gorlaýar we demokratiýany we adatly gorlaýar.
Fransa'nın köp şehirlerine yine şuraya manifestatsiyalar geçiyor. Ukrayna'nın golda. Biz yürüyüp göreli golyan dağıtları. Yine bir manifestatsiyanın yankı başına gelecek golyan ya uzun. Sonu interim kapital yankı merkezde sonu. Yine her merkezden biz gidip dururuz. Вот мы продолжаем нашу манифестацию, и возле меня француз, который пришел на эту манифестацию. Я у него хочу спросить, почему он пришел и кого он поддерживает. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Daniel, je travaille à Toulouse depuis longtemps, j'habite à Toulouse depuis longtemps. D'accord. Et qu'est-ce que vous amène ici? Pourquoi vous êtes venu ici? Parce que je pense, à mon avis, comme beaucoup de gens dans la manifestation, que c'est... L'agression, c'est évidemment pour soutenir les Ukrainiens, mais pas uniquement. Je pense que c'est pour la démocratie en général, en Europe et même au-delà en particulier. C'est après si on laisse faire ce genre de choses, après on en a déjà laissé beaucoup faire, je pense, dans le passé. Mais ça risque d'être très très compliqué si on laisse faire tout ça sans réagir. Très bien. Je vais traduire. Дорогие друзья, вот наш француз, он с Тулуза, он говорит о том, что я пришел поддержать демократию украинцев, и если мы не будем реагировать, мы уже много давали шансов этому Путину и его агрессии, что уже терпеть не надо, надо выходить и поддержать и Украину, и страны, которые борются за демократию. Je vous remercie beaucoup pour le message. Et là-bas, j'ai fait le discours en turkmène, plutôt, pour expliquer à notre population de Turkménistan qu'est-ce qui se passe au monde, parce que c'est un peuple qui était fermé par le dictateur. C'est très très fort, c'est après Coréen du Nord, c'est nous, 12e. Et voilà, j'ai fait je l'aide, j'ai fait les protestations à Washington, New York, Houston, Genève, de partout pour mon peuple, pour libérer mon peuple des dictatures. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage. Merci, au revoir. Слава Україні! Дорогие туркменистанцы, дорогие украинцы, уважаемые украинцы, уважаемые русские, я веду репортаж с протеста, с манифестации с Тулузы, города Франции. И вот мы продолжаем, идем к арке, вот этой арке независимости, вот, которой он там находится. И я хочу взять интервью у нашей украинки, которая хотела объяснить, почему она сюда пришла. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Представьте. Меня зовут Дарина, я с Чернигова, с Украины. Я служил в Чернигове. Да? Да, да. Вот, с Чернигова. Живу в Тулузе, во Франции. Вы здесь сейчас долго живете здесь? 9 лет. 9 лет. А вы учитесь? Нет, я работаю. Работаете, да? Вот. Скажите, пожалуйста, почему вы сюда пришли? Я пришла поддерживать мою страну, и мы победим. Путин у нас не получится. Окей. Вот.
если вы хотите что-то сказать, вот, или ваш друг. Хочу сказать пару слов жителям Казахстана. Казахстана, Туркменистана, Украины, всем. Вы также должны бороться за вашу свободу от российской культуры, от этого империализма. Все в ваших руках. Удачи вам. Мы все сильные, мы все вместе и непобедимы. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Дорогие друзья, наш друг хотел сказать, что именно против русского шовинизма и национализма и расизма бороться. Поэтому русский народ мы поддерживаем весь, но агрессивных вот этих путиницев мы не поддерживаем. У вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене. Вот эта арка называется «Дух комбатан de la Haute-Garonne». Это говорит о том, что их дух победителей Haute-Garonne в 14-18 году, то есть Первая война мировая. Вот мы поворачиваем теперь опять в сторону Капитола, и здесь мы будем идти в то место, откуда начинали. Дорогие друзья, дорогие украинцы, дорогие туркменистанцы, мы продолжаем идти в шествии, манифестации в поддержку Украины и в поддержку мира против агрессии России. Yine bizim manifestasyamız gidip tut yerden o yerlerde adamlar var. Bir yerden aylanıp geliyor adamlar. Manifestasya 1,5 kilometre aralıkta yani adamlar yürüyor. Yine bir Toulouse şehrinin merkezine geliyor. Yürüyüp tut. Şurada şuraya manifestasya Fransız halkı, Ukrayna halkı, Rus halkı, Azerbaycan hem orta guryanlar geldi. Rusya'nın agresiyasına karşı, yani dünyanın parahatçılığına ve Ukrayna'nın adatlığına kollap yine şunlar geldiler şöyle. Şurada ben Fransızlarla görüştüm, Ruslarla, Ukraynalarla görüştüm. Hemmeti kollayalar, yani Ukrayna halkını, hemmeti agresiya karşı. Doğrudan 3. Jahon uruşu tutulması mümkün. Kaç etap olmalı şu Putin'den. Şol adam bütün dünyanın riske koyuyor. Şunun için oturmalı, kollamalı ve men Türkmen halkına bakıyorum. Gördünüz mü? Fransız halkı. Başka bir devletin adatlığına görüşüyor. Adatlığına, başka devletin adatlığına bunlar inferior. Şunun için köpçe dedik diye. Şu bir kamşakları indi bir oturacaklar çıkıyor diye. Дорогие друзья, дорогие украинцы, дорогие казахи, туркмены, азербайджанцы, белорусы, русские, всем. Сейчас проходит манифестация в городе Тулуза в поддержку независимости Украины против агрессии Путина, поддержку мира на земле. И на этой манифестации собралось очень много людей. Где-то километра 1,5-2, вот идет шествие, очень много людей. Они увеличиваются, люди подключаются. Есть русские, французы, азербайджанцы. Очень много с разных сторон люди. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ouais. C'est bien, c'est bien. Vous voulez faire le petit reportage avec moi? Non, parce que je suis avec des amis, mais c'est très bien. Okay. C'est okay. Pour le YouTube. Pour moi, en fait, je suis leader de mouvement démocratique de Turkménistan. D'accord. Et je lui explique comment les France il réagit quand il y a quelqu'un agresseur qui fait ça. Juste pour montrer l'exemple pour mon pays, bien sûr. Au Turkménistan, oui. Parce que on est le dictature au Turkménistan, oui, oui. massif, et pour leur montrer que, regarde, le peuple France, ils sont pour rien, mais ils ont réagi quand même, qu'ils soutiennent l'Ukraine, etc. Bien sûr, bien sûr.
Oui, oui, oui. C'est bien, faites-le, c'est très bien. Ouais, c'est ça que je voulais montrer, c'est ça. parce que ça va partir soviétique, Oui, très tous les bien. pays sur mon chaîne. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Patrick. Patrick, merci beaucoup pour le soutien au Ukraine, le soutien de peuple. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я ж твоя. Bonjour. Дивись, Je suis avec une amie qui est participante de cette manifestation. Je vais parler russe. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ждан, я украинец, я студент высшей школы кино в Тулузе. Я в Тулузе живу, это уже второй год. Я только вернулся с Украины в Тулузу. Не прошло месяца, как началась война. У меня осталось... все мои родные, они остались в Киеве. Дорогие туркменистанцы, вот митинг идет. Обратите внимание, уже мы вышли на улицу Алзас. Это центр Тулузы. Манифестация продолжается. Я, честно говоря, сегодня узнал, я подготовился к этому митингу протеста. Но я поддерживаю и вот репортаж делаю с этого митинга. Сейчас будет выступление, как мы соберемся возле Капитол, называется, да, то есть центр Тулузы, сердце Тулузы. Еще раз напоминаю, Тулуза является город-побратим Киеву, поэтому поддержка очень большая. И, как сказал мой предыдущий интервьютер, он сказал, что первый день в пятницу мы организовали так, первый день войны было 40-50 человек, а сейчас уже многотысячное идет шествие в поддержку манифестации. Вот. Дорогие украинцы, уважаемые украинцы, мы вас всех поддерживаем. Свободу Украины и героям слава. Мы очень тронуты вашей невероятной храбростью против этого агрессора, который идет на вас. Весь мир поддерживает вас. Слава Украине! Дорогие зрители, дорогие украинцы, дорогие туркменистанцы, казахи, таджики, узбеки, киргизы, азербайджанцы, белорусы, русские. Сейчас идет митинг в поддержку Украины и против агрессии России. Вот, я бы хотел взять интервью у, я думаю, это украинка. Bonjour. Bonjour. Vous êtes украинец? Non. Oui, это мой. Да, вы говорите по-русски? По-русски. Я могу вас интервью взять? Да, конечно. Я лидер народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Мы боремся за демократию и... Мы на одной волне, да, ну конечно. я вот Вам выступаю выборы тоже. несколько времени, последние несколько дней выступаю в поддержку Украины, рассказываю нашим туркменистанцам, что происходит вообще в мире, почему агрессор напал, как украинцы защищаются и так далее. Вы не могли бы... Да, мы сейчас директ. Вы не могли бы представиться? Ну, я Наталья. Так. Что вам, моя фамилия нужна? Нет, Наталья из Тулузы. Я из Тулузы, но сама у меня, знаете, по крови я полурусская, полуукраинка. Так. А паспорт у меня белорусский, поэтому... Вы славян, со Славянска. Да. Ну, не важно. Мне это так очень горько вообще Да. воспринимать, что из одного сумасшедшего двоих, потому что Путин и Лукашенко, они в одной корзине. Все народы. Вы на что Рассорил, забыли? страдают. Бердымухамедов, на что же есть там? Я сейчас про славян. Да. А ваш это вообще Это вообще исключительно, конечно. психбольной. То есть они все, ну, знаете, пойдет Путин, они все упадут потом. Это однозначно. И поэтому За несколько дней. Я сейчас вышла бороться, поддержать украинцев. У меня почти вся родня в Украине. Я знаю, как они, вчера разговаривала с ними. Ну, что мне понравился такой боевой дух. Прямо я ж воспрянула. И я думаю, что это их борьба за себя, за Беларусь, за Россию. Ну да. Слава Украине! Победят украинцы, они обязательно победят. Пойдет Лукашенко, пойдет Путин, и к вам тоже придет. Бердымухамедов. А Да. там уже и Казахстан, и все, Да. все станет. То есть
надежда есть и вера, главное. Вот вы сюда пришли с какой целью вообще? Ну, я сделала много плакатов, да, тут наша с друзьями пришла. Ну, то, что я держу, чтобы показать сегодня в Беларуси референдум, который, новая конституция, да. Скажем, ну, там уже все понятно. Но самое ужасное, что после этого он хочет сделать Беларусь не нейтральной страной. И значит, они смогут начать официально войну против Украины. И я против этого. Я хочу, чтобы украинцы знали, что белорусы в массе своей, конечно же, за Украину, за украинцев. Я вот, ну, чтобы этот месседж донести тоже до людей. Спасибо. Спасибо большое. Поэтому... Дорогие украинцы, белорусы, дорогие туркменистанцы, азербайджанцы, казахи, таджики, киргизы, узбеки. Вот наша сестра находится здесь, в Тулузе, и голосует, и дает свой голос и поддержку Украине. И всему славянскому миру, да, о том, что нет войны и нет агрессии. Все должны жить в мире и в покое. Слава Украине, живи Беларусь! Слава Украине, героям слава! Да. И как по-туркменски, не знаю. Да, по-туркменски. Ну, по-туркменски скажи. Yaşasın Türkmenistan. Yaşasın Türkmenistan. Yaşasın Türkmenistan. Да. Ну, тоже, да. Ага. Спасибо большое. Hürmetli vatandaşlar, yine şu Kapitol ile şunu derdim. Tuluzan edil merkezi, ortası. Yine şunu мэре ile yankı, hekimlik ile. Дорогие туркменистанцы, украинцы, азербайджанцы, казахи, наши бывшие советские друзья, вот это город Тулуза, вот это центр, это мэрия города Тулузы, а это площадь Капитол называется. И обратите внимание, здесь проходит митинг в поддержку Украины. Вот это Капитол, центр Тулузы, вот это мэрия города Тулузы, обратите внимание. И вот здесь проходит митинг в поддержку украинцев. Люди все прибывают и прибывают. Шествие было где-то с дистанции 1,5-2 километра. Сейчас мы попробуем прийти к центру. У вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася. Есть вот грузины, которые поддерживают. Есть с разных этих людей, которые поддерживают. Есть даже арабы есть. Дивись, яка зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я, проснеться матінко моя. Слава Україні! Pour que le gouvernement français également voit que le peuple français est avec le peuple ukrainien. Et donc, exactement à l'Ukraine et à l'armée ukrainienne, on a besoin de nous défendre. Est-ce qu'il y a la personne qui pourrait lire nos exigences, nos demandes? Oh, pardon. Je suis leader du mouvement démocratique au Turkménistan. Bonjour à tous. Soutenir le peuple ukrainien. Ils font pour nous aussi. Et le peuple européen. Nous allons mettre sur notre page la liste des les États-Unis, l'Australie, Japon, etc., etc. Nous sommes aidés et c'est immense. Mais là-bas sur place, merci à vous de votre soutien. Merci. Seuls à se battre contre les armées russes. Les gens font des cocktails Molotov, vous avez bien vu. Les gens se cachent. On demande de fermer l'espace aérien pour stopper les bombardements russes de nos bases militaires, de nos villes, des habitations, des hôpitaux. Ils ont bombardé l'hôpital pour les enfants malades du cancer. On demande
de nous livrer l'équipement militaire moderne, des armes modernes, des avions, aide médicale pour sauver nos blessés parmi les militaires et les civils, embargo quasi total sur le pétrole et le gaz, laisser un maigre passage pour qu'il n'y ait pas une pénurie complète, contrer la désinformation du pouvoir russe dans le monde entier, mais également en Russie, afin d'éveiller le peuple russe de l'infamie de sa classe dirigeante. Éviction des équipes russes de toutes les compétitions sportives internationales. Gel nécessaire. Merci à vous. Restons ensemble. Ensemble, on est fort. On va gagner plus rapidement. Il y aura beaucoup moins de victimes de cette guerre parmi les civils, parmi les militaires. S'affiche dans les mains et un sac. Si vous voulez, vous pouvez venir et faire vos dons. 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 centimes, ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais faire la manche pour les réfugiés qui sont en Pologne. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Si j'y arrive, je serai là-bas dans 2 minutes. Je vais le monter pour que je puisse traverser. Не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бринить сльоза, бо з мене розлучилась я, а на очах